В Молдове уже много лет подряд обсуждается административно-территориальная реформа. На каком этапе она сейчас находится и какие цели она должна была преследовать? Друзья, приветствую вас на Gagos Media. Это «Свободный взгляд» и я, Екатерина Жекова. На связи с нами сегодня, и мы обсудим, конечно, эту тему реформы, с заместителем директора Института публичных реформ Адрианом Ярмораки. Приветствую вас, Адриан, и благодарю за то, что дали согласие участвовать с нами в этой небольшой нашей дискуссии. Очень важно, на самом деле, понимать то, как проходят эти процессы обсуждения, внедрения вот этой главной реформы, о которой говорят много лет подряд, и только сейчас, как мне кажется, стали активно обсуждать более конкретные ее этапы внедрения. Что вы можете сказать как эксперт? Спасибо за приглашение. В принципе, если говорим о местном самоуправлении реформы, то есть, да, в принципе, как бы уже несколько лет она обсуждается достаточно открыто, по крайней мере, правительство пришло с там стратегия, программа, там потом сам концепт, и, в принципе, и сам этап, потому что она рассматривается как в двух этапах. Сам этап добровольных объединений, более или менее он, в принципе, приближается к завершению. Если даже это не написано в законе, но, по крайней мере, в концепте, который правительство представило, там написано, что сам этот этап, он до 31 июля. Да. Естественно, правительство как бы в своем концепте поставило там какие-то стимулянты, там, чтобы именно как бы местные органы власти, они были больше мотивации, чтобы они было, чтобы пошли на эту реформу, и чтобы они, исходя из того, сколько там входит, сколько населенных пунктов. Пунктов входит в новом населенном пункте, который должен произойти или, по крайней мере, создаваться после реформы. Там зависит от того, насколько этот стимулянт будет большой или маленький, или сумма какая там будет. Сейчас мы говорим от нескольких миллионов до десятки миллионов, но это зависит опять от сколько и там есть этих населенных пунктов. Цель, если мы говорим о цели, то да, естественно, цель это чтобы лучше услуги, что больше, там, не знаю, развитие экономики и, не знаю, там, эффективности местных органов власти, естественно, они там написаны. Если мы их достигнем, вот это единственный вопрос, на котором, в принципе, сейчас нет ответа, если мы достигнем эти цели через эту реформу. И, в принципе, здесь самый большой вопрос, который остается с нашей стороны, или, по крайней мере, со стороны граждан к правительству, чего точно ожидать после реформы. Будет это, кроме лозунгов, там, я не знаю, или то, что написано в концепте, что на самом деле, как это будет внедряться и что будет происходить. Самое интересное как раз ответ на этот вопрос, мне кажется. Почему? Потому что людей интересует еще, а эта реформа нацелена ли на экономию бюджетных средств в том числе? В принципе, из того, чего мы видели, нет, она не нацелена на экономию. Вопрос, который ставится именно на эффективность. А на экономию нет, потому что, по крайней мере, вся экономия, которая должна происходить после этой реформы, если она будет, в принципе, потому что это тоже хороший вопрос, она, в принципе, должна пойти на развитие новых местных органов власти, или, по крайней мере, новых села. Но это именно не проблема в том, а проблема, как это внедряется и насколько экономия будет и как оно будет осуществляться. Само правительство, оно, насколько я понимаю, там идет речь о около 6 миллиардов леев, которые должны как стимулянты пойти к тем, которые добровольно сделали, по крайней мере, пошли на добровольное объединение. То, что означает даже не то, что экономить, а даже больше инвестиций, в принципе, для центрального бюджета. И у меня тут два уточняющих вопроса. Первое. Вы говорите, еще хороший большой вопрос, состоится ли эта реформа. То есть есть шанс, что реформа может приостановиться? Нет, я думаю, реформа не приостановится. Я имею в виду не то, что состоится ли реформа. В одну форму или в другую она состоится. Вопрос в том, если она будет отдавать результаты, которые, по крайней мере, или цели, которые были изначально поставлены, когда начали эту реформу. В этом вопрос. А то, что она состоится, она, в принципе, я думаю, она состоится. Она, в принципе, достаточно большой путь уже прошла. Это даже новый премьер-министр, он даже, несмотря на то, что у него было другое видение, как эта реформа
реформа должна внедряться, но вот после его назначения, по крайней мере, даже то, что мы видели вчера в парламенте, он уже говорит, что она слишком далеко уже по внедрению, чтобы сейчас менять курс. И, в принципе, я так понимаю, его новая точка зрения, что он будет поддерживать в нынешнем формате. Да, о новом правительстве премьера Тофана еще поговорим чуточку в конце. Я хочу вернуться к реформе и понять, вот амалгамация, о которой речь идет, да, добровольная, она уже завершается 31 июля, как вы правильно подметили. В общем-то, это как по Гагаузии видно, что именно амалгамация пугает больше всего гагаузские населенные пункты, либо руководителей этих населенных пунктов. И вообще, переходя на Гагаузию, хочу попросить вас, как эксперта, сообщить нам, сказать нам, есть ли у вас какое-то экспертное мнение по Гагаузии о том, как Гагаузия обсуждает, либо намеревается внедрять эту реформу? По крайней мере, я буду говорить с точки зрения, насколько я знаю, по крайней мере, то, что в Гагаузии сейчас практически прогресса по добровольному объединению, или как амалгамация добровольная, в принципе, нету. Потому что я, по крайней мере, не видел никаких решений по поводу Гагаузии, которые бы попробовали внедрять это. Это один момент. Второй момент в Гагаузии, я думаю, это из-за закона, который с особым правовым статусе Гагаузии, потому что, в принципе, важную роль, именно если менять границы сел или городов, районов, там такое решение должно браться на уровне Народного собрания Гагаузии. Да. И тут, в принципе, получается дополнительный уровень между сел, я не знаю, или городов и центральный, и уже парламент или правительство, или парламент на центральном уровне. И это, в принципе, думаю, проблематично, потому что, исходя из того, что сейчас происходит на уровне Народного собрания Гагаузии и как сам процесс идет, в принципе, это я вижу проблематично. Я не знаю, если Гагаузия или, по крайней мере, власти в Гагаузии предоставили свое видение по этому процессу, но, по крайней мере, те села, которые попадают под критерии, которые там идут меньше 3000 населения, хотя их меньше в Гагаузии, чем в других районах Молдовы, но те, которые попадают, они тоже должны, в принципе, или, по крайней мере, тоже должны внедряться. И тут, естественно, я так понимаю, на этапе добровольного объединения, в принципе, прогресса нету на уровне Гагаузии, но, по крайней мере, когда следующий этап, я имею в виду нормативное объединение, или, легче сказать, обязательное объединение, которое, но все равно произойдет с теми населенными пунктами, которые не пошли на добровольное объединение, оно все равно произойдет на следующем этапе. И там, в принципе, должен подняться вопрос и насчет населенных пунктов из Гагаузии, у которых население меньше 3000. Понятно. А как этот вопрос может подняться, если, опять же, как вы правильно подметили, это Народное собрание Гагаузии должно принимать какие-то решения касательно объединения? Правильно я понимаю? Тогда получится, опять же, что Гагаузия вообще может игнорировать эту реформу. Правильно ли я думаю? Политически, я думаю, в принципе, в эту сторону и идем. Тут, в принципе, должно быть решаться, должен диалог между центральными властями и властями на уровне Гагаузии, чтобы внедрять эту реформу и в Гагаузии. В ином случае, я, по крайней мере, вижу проблему уже в отношении других районов, которые не пошли на этот шаг, и они же, естественно, будут задавать вопросы, а как это? Мы Гагаузию исключаем? Да, я понимаю нормативные аспекты, но мы ее исключаем из этой реформы. А вот нас вы все равно, или, по крайней мере, по нашим населенным пунктам вы внедряете нормативное объединение. То есть тут такой чувствительный вопрос. Самое главное, то, что даже в концепте написано, в принципе, и то, что обсуждается, то, что сама территория вот автономной Гагаузии, она не будет... не подпадает под обязательное. Именно. Потому что если мы говорим о районах, там можно, в принципе, один населенный пункт из одного района объединиться с каким-то населенным пунктом из другого района. Такое на уровне Гагаузии, по крайней мере, не предусмотрено, и, в принципе, я так понимаю, и не будет. Потому что Гагаузия остается в своем формате, но внутри Гагаузии, в принципе, оно тоже должно внедряться. И я говорю, должно внедряться почему, господин Ирамураки, можем тут пояснить, почему должно внедряться? Вот тут же мы говорим о том, что есть в законе право, что это будет делать, принимать решение Народное собрание Гагаузии. Кстати, вы чуть выше сказали, что вы не знаете, есть ли какое-то общее понимание того, как Гагаузия это будет делать. Я вам хочу сказать, что нет такого общего понимания, мы об этом тоже часто говорим в наших эфирах. Поэтому это может быть и не принято вовсе. То есть просто займется такая позиция, что мы пока стоим и молчим, вот как сейчас, скажем.
Да, но сама структура, территориальная административная структура Молдовы, включая Гагаузию, она рассмотрена на центральном законе, Да, одобренном мы в парламентом. одной стране живем. И если делать исключение для Гагаузии, это автоматически означает, что это будет противоречить закону, который на центральном уровне. В принципе, здесь проблема и с точки зрения политической, и с юридической точки зрения должна решаться. Потому что критерии, до какого уровня может, или пока критерий, на котором создается местное самоуправление, которые должны внедряться, они будут рассматриваться или, по крайней мере, будут предусмотрены в законе или одобренном парламентом Молдовы. И в этом случае должно быть прямое совпадение, или, по крайней мере, между законом, который находится в Гагаузии, или, по крайней мере, закон о особом правовом статусе Гагаузии и закон, который одобряется на центральном уровне, на уровне Молдовы. Уточню, и мой вывод сейчас из сказанного вами такой. Во избежание двойных стандартов, понимания и внедрения этой реформы по всей стране, Гагаузию может коснуться обязательное объединение малых сел, так как это предусмотрено по всей стране. Да, это, в принципе, вывод правильный. Давайте перейдем и к еще одной теме, которая очень чувствительная, как вы правильно подметили, чувствительность обсуждения этой реформы, но очень чувствительной стало обсуждение заработных плат чиновников, которые работают в государственных учреждениях. И это на самом деле создало еще больше недоверия, как минимум к правительству, к органам, которые регламентируют или контролируют, или должны контролировать работу тех или иных органов. И что вы можете сказать по этому поводу? Я знаю, что ваша организация, которая занимается все-таки публичными реформами, вы точно знаете и понимаете, наверное, а как это должно быть? Вот это низкие заработные платы и очень высокие заработные платы в государственных структурах. Где здесь граница и почему так произошло? Почему всплыли вот эти истории со 120 тысячами аллеев заработных плат? Правильное слово «всплыли», потому что они сейчас всплыли. Они всегда были. Вот так. Они всегда были? Всегда были. То есть, я понимаю, сейчас оппозиция играет хорошую роль, она говорит, роль оппозиции, это правильно, потому что она говорит, вот там большие зарплаты, там меньше зарплаты, вот большой распад между большими и маленькими. Партия, которая сейчас у власти, она, в принципе, когда была в оппозиции, она тоже сама говорила, а вот там большие зарплаты, там маленькие зарплаты. В принципе, это не так сильно обсуждалось, как сейчас, но это всегда было. Но это неправильно, я полностью здесь согласен. И то, что граждане так среагировали на все это, я абсолютно поддерживаю, потому что это абсолютно неправильно, то, что сейчас происходит во всех этих структурах. Как это произошло и почему это происходит? В принципе, из-за того, что все время у нас есть общие правила, потом есть куча исключений. И вот вся эта куча исключений, вот она для кого-то позитиве, или, по крайней мере, она пользуется вот этим, а то, что происходит в других учреждениях, это проблематично. У нас есть госслужащие, а есть остальные работы, которые работают в госсекторе. И их даже больше, чем госслужащие. Госслужащие оплачены так, как оплачены, а вот все эти исключения внедряются для других учреждений. И тут их очень много, в принципе. Сейчас всплыли, я не знаю, часть из них, но я думаю, они больше и больше. Может быть, больше таких расследований, таких обнаружений, да? Естественно, у нас же сейчас, я думаю, мы, если будем рассматривать зарплаты, не знаю, в каких-то госпредприятиях, или, не знаю, или в админсоветах этих госпредприятий. В принципе, мы там очень много узнаем. Да, там всплыло вот молдавцы, все знают про молдавцев. Да. До этого момента никто не знал, что существует вообще такое госпредприятие и молдавцы, которые вообще... Но теперь, наверное, нет человека, который не знал бы, что есть предприятие, которое так называется, совершенно верно. А такие предприятия, они еще есть. И, в принципе, единственное, то, что произошло в Молдавии, здесь речь не идет не только о зарплате, здесь идет речь о том, как там работали и вообще почему оплачивали одному сотруднику такую зарплату за то, что вообще там работали эффективно. Вот здесь большая проблема, и я думаю, что здесь власти должны разобраться. Естественно, я ожидаю, говорю, что мы в конце подойдем к обсуждению нового правительства. Да. Я, в принципе, ожидаю от нового правительства, исходя из того, что, в принципе, мы можем даже сказать, что уход в отставку предыдущей правительства, даже если официально не было вот эти заработные платы, но где-то... Обсуждались, возможно, вы имеете в виду?
Я думаю, это где-то обсуждалось, потому что это, в принципе, да, это произошло во всех правительствах, но сейчас то, что произошло, это, в принципе, достаточно критично. И это особенно проблематично, когда мы обсуждаем повышение налогов или, я не знаю, разных там дополнительных сборов для бюджета. Естественно, это проблема, потому что я ожидаю от нового правительства, что даже если мы говорим по цифрам, может быть, это, не знаю, может быть, не такая большая, но, по крайней мере, с точки зрения э, правильного подхода для всех граждан Молдовы должны предприниматься вот решения, и чтобы не было вот такого разрыва между, я не знаю, там я давал этот пример, я ничего не имею против бухгалтеров, но я, по крайней мере, я дал этот пример уже и на другой передаче. Один бухгалтер, я не знаю, он даже если он работает в Молдации, или он работает, я не знаю, в министерстве, или он работает в примарии в Камрате, в принципе, там знания те же, в принципе, роль такая же. Это бухгалтер, и он не может быть такой разгромный. Такой разницы не может быть, вы имеете в виду. Вы знаете, у меня в связи с этим к вам вопрос уточняющий, может быть, да, по заработным платам. Скажите, проблема в том, что очень высокие заработные платы, или проблема в прозрачности в том числе? Потому что одно дело, когда мы все знаем, кто и что, и почему, и за что. Другое дело, когда мы ничего не знаем, а потом вот таки появляются вот такие цифры, которые, ну правильно, они больше, чем злят людей. Если бы они были прозрачными, наверное, бы не были такие цифры. Это тоже не взаимосвязано между собой. Потому что если бы была прозрачность, мы, наверное, бы раньше знали вот об этих зарплатах. Потому что мы, когда говорим о госпредприятиях, там, в принципе, зарплата ниже нету как называется, агенции национальной интегритати, авторитет национальной интегритати, я не знаю, или портале где-то публично, они просто где-то в бухгалтерии, вот во всех этих предприятиях, их не видно, или там, я не знаю, агентство публичной собственности, или не знаю, где-то там, мы их не видим. У госслужащих, да, мы все эти зарплаты видим, и там больше прозрачности. В этом нету прозрачности. Естественно, проблема и с точки зрения прозрачной, и с точки зрения разницы. Потому что именно вот исходя из-за того, что большая разница, тут и тяжело, я, по крайней мере, думаю, объяснить гражданам, что мы, в принципе, должны больше сбора сделать для бюджета, потому что нам не хватает. Как это возможно? Вам не хватает, Да. это такая разница и такие суммы, исходя из нашего уровня или нашей экономики. Получается, что мы идем по пути европейской интеграции, мы говорим о демократии, мы говорим о прозрачности, о меритократии в том числе, говорит правящая партия, и мы сводимся к мысли, что у нас нет достаточно прозрачности именно в бюджетных публичных учреждениях. К сожалению, нету. Это большая проблема. И, к сожалению, у нас и даже в законе о зарплате, в принципе, есть разные исключения, потому что и для одних учреждений, для других учреждений. Может быть, там даже, как говорил новый премьер-министр, для каких-то позиций эти исключения должны внедряться. Я не знаю, там говорили специалисты в области IT. Да, естественно, они должны быть очень хорошо оплачены, потому что там конкуренция большая. И если мы в госсекторе не будем оплачивать хорошие зарплаты, то, естественно, они уйдут в частный сектор. А это говорит и о безопасности, это говорит об эффективности учреждений и так далее. А когда уже другие позиции, и о других позициях мы говорим, да, естественно, там должна быть прозрачно, там должно, в принципе, быть понятно, почему оплачивается больше, почему оплачивается меньше и так далее. Но, вы знаете, нас в Гагаузии возмущал и тот факт, что у Башкана Гагаузии была зарплата 30 тысяч леев, тогда, когда у президента страны зарплата была что-то близко к 18 тысячам леев. Но с зарплатами, мне кажется, что тут все сказали, нужна определенная прозрачность. Я очень хочу последние 5 минут нашего с вами интервью попросить вас, как раз вот возвращаемся к теме нового назначения Кабинета министров, правительство Тофана начнет работать и внедрять свои идеи и задачи и стратегию, которую для себя обозначил. Что вы думаете? Я убеждена, что вы очень тщательно проанализировали то, что говорил господин Тофан, то, как вчера проходило вот это 10-часовое, как я понимаю, заседание в парламенте. Ну и что вы из всего этого понимаете, какие у вас есть надежды или как вы это оцениваете? Естественно, к этому правительству очень большие надежды. И, в принципе, я слушал господина Тофана и вчера в парламенте, и, в принципе, я наблюдал за его действиями в последнее время, в принципе. Да, естественно, ожидания очень большие. Естественно, там, если мы говорим о программе правительства, там куча реформ. Радует то, что господин Тофан говорил, что, в принципе, он понимает реальность, в которой он будет, по крайней мере, он и его команда будет работать. И, в принципе,
Он готов брать ответственность за такие чувствительные реформы. Мы этого ожидаем. Проблема в том, по крайней мере, даже я расслышал пару раз вчера в парламенте был этот вопрос, и, естественно, он остается, потому что все говорили, что, по крайней мере, все говорили, ну, так, в публичном пространстве говорили, что правительство Мунтиану, предыдущее правительство, не было эффективным, в принципе, и из-за этого оно ушло в отставку, и там, я не знаю, предложения или реформы не внедрялись и так далее. Да, естественно, мы больше или меньше здесь видим такой же состав команды у господина Тофана. Я искренне надеюсь, что он с таким составом сможет внедрять лучше те реформы, но в этом случае, или, по крайней мере, тут командная работа. Да, может быть, он, как себя представил, хороший тренер или тренер, который будет идти на поле, но хороший тренер без команды проблематично. И господину Тофану сейчас очень чувствительная задача, кроме экономических, социальных, я не знаю, юстиция. Большая проблема, и меня обрадовало, что я услышал от него, и, в принципе, то, что он написал, именно укреплять доверие между людьми, или, по крайней мере, между людьми и правительством, или властью. Потому что сейчас доверие, в принципе, я думаю, на один из самых низких уровней, особенно вот после всех этих скандалов. И я думаю, что здесь очень большая проблема для него, как он будет это доверие возвращать, и как он будет внедрять это, вот, по крайней мере, улучшить вот доверие между властями и гражданами, чтобы граждане реально доверяли правительству. Это самая большая проблема. Чтобы это сделать, естественно, надо, не знаю, там и экономическое развитие, и создавать новых рабочих мест, и инвестиции, и социальные проблемы, и все это. По крайней мере, из того, чего мы услышали, да, я так понимаю, у него есть достаточно знаний, он приходит из бизнеса, рад, что у него есть такой хороший опыт. Единственное, что тут, кроме бизнеса, тут появляются, или, по крайней мере, правила, которые из бизнеса можно здесь внедрять, они частично внедряются, потому что здесь опять появляется политический фактор, социальный фактор, экономический фактор и все остальное. И вот все это он должен, как бы, в принципе, уметь руководить всем этим. И я возвращаюсь к тому, что он один это не сможет. В принципе, он должен работать с этой командой. Конечно. Теория, что мы технократы, и, в принципе, мы работаем как технократы, она такая теория, потому что на самом деле правительство, она политическое. Нет значения, даже если ты приходишь со стороны или ты приходишь из политической партии, оно все равно политическое. Она, в конце концов, она должна идти в парламент и все одобрять, все решения или реформы. А в парламенте там нужно найти консенсус. Вот, знаете, я смотрела, как это происходило в парламенте, это общение депутатов. Не поддержала оппозиция не поддержала кандидатуру премьера. И голоса оппозиции говорили следующее. Максимум, что сможет Тофан продержаться, сколько времени он сможет продержаться, это столько же, сколько и предыдущий премьер. Очень коротко, вы что думаете? Да, я понимаю, почему они это говорят, потому что, в принципе, мы видим тут, если господин Тофан будет внедрять, или, по крайней мере, будет приходить со всеми реформами, которые он там написал, это достаточно такие непопулярные реформы. А мы в парламенте имеем политическую партию, которая, в принципе, каждый день идет, не знаю, там и обсуждает все эти моменты со своим электоратом. Господин Тофан будет приходить с точки зрения технократа, а не с точки зрения политической. И тут получается и сам большой разрыв вот между то, что правительство говорит по цифрам, а там будут чувствительные реформы, в принципе. И именно чтобы это внедрять, и чтобы это поддержалось на уровне парламента, это будет проблематично. Момент, который по крайней мере, для меня не ясно, я так понимаю, если в его ситуации, по крайней мере, когда ты приходишь со стороны, и ты приходишь с программой правительства в парламенте, у тебя должна быть достаточно политической поддержки, по крайней мере, с руководящей партией или партией, которая находится у власти. В ином случае, если они говорили про 8 месяцев, сколько было господину Мунтиану, если без политической поддержки, ты можешь поддержаться даже меньше. Это 8 месяцев, это может быть оптимистичный срок. Это даже много может быть, да. Ну, одним словом, я искренне вас благодарю, господин Ярмураки, и вы, соглашаясь на это интервью, напомнили мне, что вы не очень хорошо говорите на русском. Я искренне вас благодарю за хороший русский язык, это раз. И во-вторых,
Спасибо за понимание. Вы понимаете, как важно для нас, медиа из Гагаузии, говорить с экспертами, которые на русском языке доступно объяснят и жителям гагаузской автономии, гражданам этой страны, все, что касается о реформах, и не только, потому что мы живем в одной стране. Так получилось, что сегодня этот язык самый доступный для нас. Спасибо вам большое. И уж простите за тот дискомфорт, который мы вам доставляем, когда предлагаем говорить на русском, но пока так. Искренне вас благодарю. Вам спасибо за приглашение. Друзья, вам спасибо за то, что были сегодня с нами. Это «Свободный взгляд», Гагаuz Медиа. Мы говорим о важных темах, которые важны для понимания того, что происходит, как происходит и как к этому относиться. На сегодня пока. До встречи.